Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И прежде чем мы начнем, я традиционно напомню про наш YouTube-канал, на который вы можете всегда подписаться. Если уже подписались, то ставьте лайки и делитесь нашей трансляцией со своими знакомыми. Это поможет и нашей работе, и поможет как можно большему числу людей узнать о событиях в Украине и о 104-м дне полномасштабного вторжения России в Украину. А я представляю нашего спикера этого часа. Это Александр Краев, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма». Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу скажу, что ваш прогноз по поводу не отставки премьер-министра Британии Бориса Джонсона сбылся. Но значит ли это, что вот это действительно он себе получил вотум доверия и теперь может работать не переживая? Фактически второй вотум недоверия в соответствии с британским законодательством ему не смогут выдвинуть еще год. То есть как минимум с этой стороны он абсолютно защищен. Однако это не означает конец проблем для него. В конце этого месяца консерваторам нужно во что бы то ни стало на промежуточных выборах, которые пройдут в 2 округах, эти округа удержать. Потому что последние такие выборы, назовем их так, как их называют в Британии, они с треском проигрывали. Причем даже в тех округах, в которых консерваторы держались десятки лет. То есть, по сути, действительный тест лидерства Джонсона, действительный тест лидерства консерваторов будут проходить как раз на этих промежуточных выборах. И так или иначе, у Джонсона еще остаются его личные политические проблемы. А это, никто не сказал, что закончился скандал с вечеринками. Расследование все еще идет. Все еще есть проблема ирландской границы, которую он так и не решил и пока не видит оттуда выхода. То есть он просто закрыл для себя проблему вотума недоверия, но он не закрыл все свои остальные кризисы. Ну вот еще есть информация о том, что его однопартийцы недовольны его работой и хотят изменить правила выражения вотума недоверия и изменить процедуру так, чтобы это можно было сделать через полгода. Есть такая вероятность? Такая вероятность действительно есть, потому что мы увидели, что но, если честно, действительно большая часть депутатов-консерваторов имеет в нем сомнения. И это касается не только бэкбенчеров, то есть это депутатов. Скажем, глава консервативной партии Шотландии действительно прямо заявлял, что он видит только один вариант — отставку Джонсона. Юнионисты, это, условно говоря, ключевые депутаты Северной Ирландии, которые хотели бы видеть Северную Ирландию все еще в составе королевства. То есть у него позиция не только внутреннепартийная, но и среди союзников партии. Потому действительно это возможно. И плюс, опять-таки, это голосование голосов было за то, чтобы его сместить при необходимых 180. То есть разрыв действительно для Джонсона очень опасный. Почему мы так зрителям объяснить хочется, почему мы так начали с Бориса Джонсона? Потому что в Украине у него больше популярность, наверное, чем в самой Британии. Это такой новый Черчилль, как его называют у нас, да? И кажется, что именно от него зависит поддержка Британии, поддержка в том числе и связанная с поставками вооружения. Так ли это? Стоит ли нам вот именно эту помощь фокусировать непосредственно на Борисе Джонсоне? На самом деле, как раз поддержка Украины все большего количества и качества вооружения — это единственный вопрос, который сейчас является объединяющим для всех партий. И этим, кстати, Джонсон очень неплохо играл. Как только в парламенте, когда там были так называемые вопросы премьер-министру, заходил разговор о его вечеринках, о его других скандалах, у него всегда была одна палочка-выручалочка. Он говорил: давайте мы сначала сделаем так, чтобы Украина победила, а потом займемся всеми остальными вопросами. И на самом деле это работало. То есть лейбористы, их лидер Кир Стармер, либеральные демократы, даже шотландские националисты, которые радикально не занимаются внешней политикой, у них другой ключевой вопрос. Все они сходятся на том, что Украину нужно продолжать поддерживать и давать ей все больше, и давать ей все активнее помощь. Почему это так? Потому что на самом деле это вписывается в национальную стратегию безопасности Соединенного Королевства, где Россия названа ключевой угрозой
и Британии. Так или иначе, мы для британцев сейчас представляемся не просто как страна, в которую идет много помощи, и нам помогают просто за хорошие глаза. Мы в глазах британского политикума, и это четко озвучивается, союзники. Союзники в борьбе с тем злом, которое может нанести ущерб не только Европе, но и Соединенному Королевству напрямую. То есть тут не столько привязка к Джонсону, сколько на самом деле к стратегическому курсу Великой Британии. США предлагают признать орудием войны созданием России угрозы голода. Вот можете пояснить, что имеется в виду? Нужно понимать, что есть определенный свод, чаще всего он не кодифицирует, что у нас называется правила и законы ведения войны. То есть, скажем, применение химического оружия незаконно, использование живого использование гражданского населения на оккупированных территориях для военных работ тоже незаконно. Большинство из этих положений закреплены в своде же. Некоторые из них являются так называемым обычным правом, то есть тем, что само собой разумеющееся. И вот американцы хотят кодифицировать свое законодательство и дальше подать это на международный уровень, кодифицировать создание угрозы голода как незаконную практику. Это нам дает возможность потом притягивать россиян к ответственности, возможность накладывать дополнительные санкции. Ну, короче говоря, возможность действовать против россиян относительно вот тех действий, которые они предпринимают против нашей агропромышленности, наших запасов. Хочется вам вопрос, как исследователю Северной Америки, эксперту по вопросам из США, вот задать вопрос, чтобы понять. Массовые поставки вооружений из США после подписания Ленд-лиза еще не начались. Почему? Потому что еще не выполнены все бюрократические процедуры, или все-таки тут вмешивается политика и есть какие-то силы, которые против? Может быть, администрация Байдена опасается поставлять массовое оружие, чтобы как-то это переломило ход войны. Вот в чем причина? На самом деле тут целый конгломерат причин, как обычно. Если говорить об опасениях, место быть, американцы пытаются свои поставки оформить как можно более незаметно, как можно более скрытно. То есть они предпочитают работать тихо. Зачем это им нужно? Во-первых, это оставляет эффект неожиданности. Россиянам всегда будет намного тяжелее справиться с оружием, которого они не ожидали. Поэтому частично это этот аспект. Во вторую очередь это аспект безопасности, то есть безопасности складов, безопасности путей поставок, безопасности самого оружия, чтобы россияне не могли его перехватить, условно говоря. Поэтому американцы действительно очень дозированно, очень аккуратно, небольшими партиями поставляют вот сейчас те же РСЗВ, продолжая поставлять гаубицы, снаряды к ним и так далее. Это один аспект. А второй аспект, действительно, бюрократия присутствует. То есть, да, нам выделили 40 миллиардов долларов на основные программы Ленд-лиза, на поддержание этой программы, это ясно. Но основную часть этой суммы планировалось взять из арестованных активов российских олигархов и арестованного золотовалютного фонда России. И вот тут мы как раз натыкаемся на бюрократию, потому что активы арестовываются медленно. Это всегда решение федерального судьи должно быть. Должна пройти процедура их экспроприации, потом процедура передачи, соответственно, на закупку вооружения. Если говорить про золотовалютный запас России, который хранится в США, в принципе, как заявило Министерство юстиции, сейчас нет закона, который легально позволяет просто взять и забрать эти российские деньги и передать их Украине. Поэтому сейчас идет разработка такого законодательства. И то есть, по сути, просто США еще на этапе добычи ресурсов для того, чтобы передать нам это оружие. Это во-вторых. А в-третьих, мы знаем, что сейчас активно идет работа по треку Рамштайна. Скоро будет уже третье заседание в формате Рамштайн. Как мне кажется, американцы хотят активнее приобщить к Ленд-лизу и других союзников. То есть как это было в Второй мировой, когда Ленд-лиз поставляла не только Америка, но и Британия. Ну, британцы нам помогают активно, а вот удастся ли им Германию чем-то заохотить, чтобы она как-то активно участвовала в этом процессе?
остается очень важный и очень сильный рычаг давления на немцев — это природный газ, особенно скрапленный природный газ. Они недавно подписали с немцами очень мощный договор, если не ошибаюсь, на 15 миллиардов кубометров в год, что в принципе закрывало бы немцам почти половину того, что предоставляла им Россия. И теперь фактически может начаться то, что называется дипломатия взаимности. То есть если немцы задерживают поставки оружия в Украину, то ж какая незадача, придется задерживать определенные поставки в Германию. То есть мы видели, как американцы делали то же самое в вопросе с Болгарией, когда Болгария не хотела. Мы видели, как американцы примерно такими же методами общались с Макроном, когда Макрон не хотел так же долго предоставить Украине оружие. То есть это не то, что прямое тона. Это просто взвешивание политических и ресурсных позиций, что если мы все хотим получать бонусы от того, что Россия слабеет, а все-таки неплохие бонусы, то мы все должны вкладываться в то, что Россия слабеет. Поэтому это сугубо привлечение союзников к общему делу. Шестой пакет санкций начинает действовать, да, он там оттянут во времени, но вот уже речь идет и о седьмом, точнее идут разговоры. Вот ваши оценки, ваши прогнозы, что будет ли седьмой пакет, что в нем будет? По сути, что нам еще нужно закрыть? Как вообще работал санкционный режим до этого? К несчастью, санкционный режим Запада работал по демократическим лекалам. Против автократий и диктатуру, и санкции против демократии — это абсолютно разные вещи. Когда какая-то организация, страна, санкции должны идти как раз волнами, потоками и постепенно нарастать. Зачем это делается? Потому что в демократии, условно говоря, есть давление избирателей, и расчет идет на то, что в какой-то момент эти избиратели общества просто надавят на власть и параллельно с санкциями заставят ее изменить свое поведение. Но очень поздно пришло осознание того, что этот метод не работает с диктатурами, которой является Российская Федерация. И это приводит нас к тому, что должно быть в седьмом пакете. Седьмой пакет, по сути, должен закрыть все бреши, которые оставались в шестом пакете, потому что закрытие этих брешей, что касается поставки газа и нефти, поставки угля, в использовании финансовых сервисов, в ограничении SWIFT, в ограничении технологического обмена. Если буквально напильником допилить весь санкционный режим, фактически он станет полноценной изоляцией, экономичной и политичной. Поэтому так или иначе, вот седьмой пакет, по моему мнению, что мы сейчас слышим, это примерно подтверждает, он должен буквально цементировать то, что уже существует. Что вы имеете в виду? Смотрите, сейчас шестой пакет ввел определенное эмбарго на поставку нефти из России, но с поправкой только по морю. У нас остается трубопровод. Пакет санкций опять-таки SWIFT ограничил часть российских банков, в том числе Газпромбанк, от международных финансовых сервисов. Но в то же время он не ограничил банки, которые могут быть созданы, или определенные банковские схемы межбанковского сотрудничества, которые эти банки могут использовать. Далее, он ограничил ресурсами и продуктами двойного назначения военных целей. Однако очень мало было сделано для ограничения поставок плат, микропроцессоров, в предыдущих пакетах санкций, но так или иначе это было секторально, это не было фронтальное ограничение. То есть очень много лазеек обходить санкции. И цель этого пакета санкций — закрыть все эти лазейки. Благодарю вас. Благодарю за то, что подключились к нашему эфиру. Александр Краев, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» и эксперт-исследователь Северной Америки и Британских островов был с нами на связи. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню о том, что вы смотрите программу «Бугунь», и вы, если смотрите ее на нашем YouTube, то подпишитесь. Если подписались, поставьте лайк и поделитесь нашей трансляцией со знакомыми, чтобы наш эфир увидело как можно большее количество людей. И можете поддержать нас на нашем Patreon. Вот сегодняшняя новость, сегодня пришла эта информация. Российские оккупанты планируют провести в захваченной Херсонской области псевдореферендум для так называемого решения вопроса о возможном присоединении к России.
Это не первая такая новость от оккупантов. До этого уже местные гауляйтеры об этом заявляли, но потом приутихли, якобы даже в России сказали, что это еще преждевременно об этом говорить. Но вот так называемый замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области, коллаборант Кирилл Стремоусов, об этом опять заявил. И теперь его даже цитирует официальная так называемая российская СМИ «Интерфакс». Речь идет даже о том, что будут созданы какие-то общественные советы, что это за форма такая, и они будут принимать промежуточные решения. Вот об этом мы поговорим с нашим следующим гостем, а это по традиции председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, здравствуйте. Доброго вечера всем. Я не знаю, успели вы услышать или нет. Я говорил о том, что сегодня пришла новость о том, что российские оккупанты планируют провести в Херсонской области псевдореферендум о возможном присоединении к России. То есть это уже как бы очередное. То есть раньше были заявления, которые потом сами же россияне отменяли, но теперь опять этот гауляйтер, вернее замгауляйтер, или как там правильно называть, Кирилл Стремоусов об этом заявил, его даже Интерфакс перепечатал. И якобы это будут делать при помощи какого-то общественного совета. Вот давайте попробуем поговорить на эту тему. Возможно ли вообще в Херсонской области даже видимость такого произвести, когда мы знаем и видим, как народ, пока его не стали запугивать гранатами и обстрелами, выходил и протестовал? Вот эти метания в мнениях со стороны российских оккупантов, тем более поставленных ими коллаборантов, свидетельствуют о том, что Москва все еще не определилась, что она будет делать с новооккупированными территориями. Если вы или ваши зрители обратили внимание, сегодня пресс-секретарь Путина Песков сказал о том, что вопрос о Херсонской и Запорожской областях могут быть предметами обсуждения при переговорах с Украиной. А при этом была новость, которую Песков, видимо, и дезавуалировал, о том, что нету этой темы, этого предмета в переговорах. То есть, ну, это как бы вот какой-то ИПСО, какой-то информационная война идет. Я думаю, что, возможно, завтра что-то в этой теме нам станет больше известно, хотя вряд ли. Дело в том, что завтра, 8 июня, глава МИД России Лавров приезжает в Анкару, и где будет обсуждать со своим турецким коллегой Чавушоглу вопросы, связанные с возобновлением переговоров с Украиной. То есть не только вопросы вывоза украинского зерна, то есть вопросы деблокировки украинских портов, но и, если верить заявлению российского МИД, также вопрос о возобновлении переговоров с Украиной. Для этого Лавров собирается, как сообщает МИД России, информировать турецкую сторону о ходе того, что они называют специальной военной операцией. Ну, возможно, невозможно, скорее всего, будут склонять турецкую сторону к большей поддержке Российской Федерации. И, наверное, там каким-то образом, но если это сделают достоянием общественности, прозвучат, возможно, предложения по Херсонской и Запорожской области. Правда, я не совсем понимаю, что это дает Москве с точки зрения позиции Анкары, потому что у Анкары, как вы тоже прекрасно знаете, начиная с конца февраля 2014 года, очень четкая и ясная позиция по вопросам территориальной целостности украинского государства. Турецкая республика
не признала и не признает, и, как она заявляет, никогда не признает попытки аннексии Российской Федерации части территории Украины. А вот интересно, в принципе, о чем Лавров может договариваться с турецким МИДом, о каком предмете переговоров может идти речь? В общем-то, собственно, что Вы это может быть? знаете, нередко же бывает так, что публично объявленные темы являются прикрытием тех тем, о которых не сообщают общественности. Я думаю, что турецкой и российской стороне есть много что обсудить между собой, начиная вопросы от операции турецкой армии на территории Сирии. Это создание такого пояса безопасности на границах с Сирийской республикой. Ну и, конечно, завершая вопросами, связанными с безопасностью плавания в Черном море, ну, в частности, опять же, деблокировка портов Украины. На это обращал внимание и президент Украины. Мы сегодня имеем уже точную позицию украинской стороны, нашего государства, которая заключается в том, что необходимо искать варианты взаимоприемлемого решения совместно с ООН и другими партнерами, включая и Турцию, что касается вывоза украинского, вообще аграрной продукции через украинские порты. Конечно, такая позиция Россию не устраивает, потому что одновременно с поиском взаимоприемлемого такого решения Украина настаивает на поставке антикорабельного вооружения. После того, что Россия совершила вчера в Николаеве, когда разбомбила крупнейший зерновой терминал, нет никакой, но и так не было никакой веры заверениям российской стороны. Но теперь я думаю, что никто в Украине не возьмется предпринимать какие-то действия, исходя только лишь из тех слов гарантий, которые раздаются из Москвы, пусть даже вместе с другими какими-то партнерами. Посмотрим, что они решат. Вот еще один момент, который не очень могу себе понять, предмет переговоров все-таки по Херсонской области. То есть наша позиция, территории должны быть освобождены. Россияне то собираются там ее присоединять, то не собираются ее присоединять. Собственно, что может быть предметом переговоров в этом вопросе? Торг со стороны России. Россия будет предлагать... Россия ищет через посредников, возможно, она хочет, чтобы и Турция в этом участвовала, она будет предлагать различные варианты, но на которые, с ее точки зрения, должна пойти Украина. Признаете Крым российской территорией, мы выводим войска с Херсонской и Запорожской областей. Чем вам не вариант? Ну, это же не вариант. Но В принципе, не вариант. с точки зрения Москвы у них все варианты. То есть понятно, что это не только не вариант, это просто еще более такое заведение вообще всей ситуации в тупик, откуда никто не сможет выбраться. Но вы же не подозреваете в Москву в том, что она будет искать варианты, которые предполагают выведение ее войск за пределы всех оккупированных территорий, включая Крым. Это то, что с нашей точки зрения вариант, и при этом мы опираемся на международное право и на позицию всего международного сообщества. Это наша территория, она была незаконно оккупирована. Но Россия считает,
такие, даже предположения для себя неприемлемыми. Я думаю, что я не хотел бы, то есть мы можем много говорить, о чем они будут завтра говорить, две главы внешнеполитических ведомств России и Турции, но то, что они будут говорить о ситуации в ходе российско-украинской войны, у меня нет никаких сомнений. Для меня самое главное, чтобы позиция турецкой стороны, она не потерпела никаких изменений, поскольку у нас нет никаких оснований даже подозревать Турцию в том, что она может поступиться своей позицией, то мы уже можем заранее сказать о том, что визит Лаврова в Анкару будет абсолютно провальным. С точки зрения тех замыслов, с которыми Москва планирует этот визит. Ну, Турция и так достаточно, мне кажется, удачно сыграла на руку россиянам, поставив условия фактически невыполнимые Финнам и Швейцарии по поводу вступления в НАТО. Или нет? Это Еще тоже не может быть вечер. темой разговора? Еще не вечер, конечно. Там есть очень много тем, опять же, начиная от экономических проектов, больших проектов, которые возникли не вчера, и очень далеко до 2014 года. Ну, скажем, проект строительства атомной электростанции Аккую или вопросы поставки российского газа, и часть, поставляемая, собственно, из России, для Турции очень существенна. Разумеется, вы знаете, вот российско-турецкие отношения носят такой характер, что если в одном каком-то секторе они не договариваются, то в другом секторе они пытаются все равно каким-то образом, особенно Москва, каким-то образом найти поддержку. И поэтому, скажем так, вот абсолютное несовпадение взглядов по российско-украинской войне не означает того, что Россия будет пытаться разыгрывать интересы Турции в других каких-то аспектах, в том числе и в взаимоотношениях ее с Соединенными Штатами Америки. А мы же понимаем, что вопрос блокировки Швеции и Швейцарии, вхождения их в НАТО. Финляндия. Это... Финляндия. Финляндия, извините, Швейцарии, нейтрально, я говорю. И сам думаю, Швеция и Финляндия. Да, Швеции и Финляндии – это больше вопрос, наверное, взаимоотношений между Турцией и Соединенными Штатами. Возвращаемся из Турции на наш украинский юг. Вот когда вы говорите, что можно представить о России, предположить, я могу предположить, что она по доброй воле ни одной пяди нашей земли не захочет отдать, пока ее наши вооруженные силы не вышвырнут. И придумывая всякие возможные варианты, было заявление недавно о том, что на оккупированные территории могут якобы ввести миротворцев ОДКБ. Насколько это вероятно вообще, по-вашему? Я исключаю такое развитие событий. Я хотел бы видеть Казахстан, а он является членом ОДКБ, который направит своих солдат в составе объединенных войск на территорию Украины. Хотя, знаете, там есть государства, которые полностью, абсолютно зависят от Москвы, скажем, Белоруссия и Армения. И, возможно, если, я не знаю, предусматривает их устав, я имею в виду ОДКБ, частичное задействование членов ОДКБ в каких-то военных операциях, а мне кажется, предусматривается такая возможность. То в Казахстан как раз-таки не все страны ОДКБ входили, когда... Я как раз, когда рассуждаю с вами, я как раз это вспоминаю. Мне кажется, устав это предусматривает. Поэтому исключить о том, что, скажем, Путин не додавит Лукашенко и Пашиняна, это нельзя это исключить.
но это будет не просто скандал. Эти государства, особенно Армения, Армения в большей степени, чем Беларусь, потому что Беларусь уже давно на пути санкций со стороны многих государств. Но Армения тогда абсолютно зачеркнет будь какие надежды свои в будущем на такое цивилизованное развитие. Поэтому я исключаю. Мы же понимаем, что это понимает и Пашинян, это понимает и Лукашенко при всем том, при всей той зависимости от Путина и уже, наверное, каком-то животном страхе, который испытывает Лукашенко перед Путиным, тем не менее он все еще продолжает избегать принятия наиболее таких чреватых для Белоруссии решений, скажем, о прямом использовании войск белорусской армии против Украины. Хотя военные эксперты не исключают, что Лукашенко уже очень близок к такому решению. Ну и об этом говорят новости о том, что он приводит свои войска в боевое положение, делает заявление о том, что они будут увеличены на несколько десятков тысяч человек. И, как говорят наши военные, и угроза вторжения минимальна, но все-таки есть. Хотел с вами еще одну такую крымскую тему обсудить. Вы об этом тоже делали публикацию у себя в Телеграме по поводу новой книги, такой пятитомной монографии «История крымских татар», которую выпустили в Казани в пику, скажем так, четырехтомнику Валерия Возгрина. Там даже название одинаковое «История крымских татар». Вот удалось ли вам ознакомиться с этим материалом? Что вы о нем можете сказать? Что в нем? Правда, неправда? Мне не удалось держать в руках то издание, которое, те тома, которые вышли, они начали его выпускать, если я не ошибаюсь, с 3-го тома, то есть того тома, который посвящен, собственно, периоду Крымского ханства. Это еще раз подчеркивает то, что этот проект пятитомной истории Крыма, решение о подготовке которого было принято буквально, по-моему, где-то через год, в 2015 году, буквально после оккупации Крыма Российской Федерацией, что этот проект, он направлен на то, чтобы максимально ввести в научный оборот те версии, пояснения и оценки одного из самых интересных, но и очень длительных, ярких периодов крымской истории, периода Крымского ханства 1441-1783 до первой аннексии Крыма, чтобы весь этот период описать с точки зрения Москвы, такие московские нарративы. Хотя те, кто уже смотрел этот том, они отмечают то, что в этот раз авторы ушли от наиболее таких, от наиболее антитатарских характеристик того или иного периода. Но, тем не менее, даже тогда, когда они отмечали, давали позитивные оценки отдельным сторонам жизни Крымского ханства, но, тем не менее, они все это привязывали к интересам московского, потом уже и московского государства, а потом уже и Российской империи. И все ученые, те, которые, в общем-то, близки к теме изучения Крыма, отмечают это издание как своего рода оккупационный ответ Валерию Возгрину, который, к сожалению, уже покойный, но который, в общем-то, очень четко расставил все акценты в истории Крыма
особенно периода крымско-русских отношений. И эти оценки, они крайне неприемлемы с точки зрения вот современной России. И, конечно, они хотели бы максимально подвергнуть их сомнению. Ну вот в статье об этой книге нет авторов, да, но есть организации, которые над ней работали. И почему-то, как всегда, как и было в 2014 году, точнее, почему-то российские оккупанты всю крымско-татарскую тему переводят в Казахстан. Ой, прошу прощения, в Казахстан, в Казань. И как-то через казанских татар пытаются рассказывать крымским татарам об их истории. Вот, по-моему, эта книга тоже была презентована впервые именно там. Ну, как бы вот, собственно, у них до сих пор нет понятия или нет желания осознавать, что крымские татары не казанские. Не, я думаю, что здесь были некоторые другие факторы сработали. Дело в том, что вы же понимаете, что Казанское ханство как самостоятельное государство, оно намного ранее пало под ударами Москвы и намного больше деформировано Крымское ханство до конца 18 столетия. Мы уже говорили о том, что 1783 год, первая аннексия Крыма, и в течение многих, можно сказать, уже и столетий, вот 19 столетия, особенно в освещении периода казанско-московских отношений и крымско-российских отношений, всегда были со стороны Москвы расставлялись очень такие заметные акценты, и как бы существование вот двух таких ханств, не завоевав которые Российская империя не могла состояться, Москва проводила все-таки определенные отличия, и в освещении истории Крымское ханство подавалось более таком жестком варианте. К сожалению, связь с Рифат Ага пропала. Возможно, сейчас нам получится ее восстановить. Я пока расскажу поподробнее об этой книге. Ее презентовали буквально вот несколько дней назад, может быть, неделю назад, в оккупированном Крыму, в Крымском инженерно-педагогическом университете, и презентовали именно третий том, то есть первого, второго тома еще нет. И этот третий том как раз и посвящен истории крымских татар. То есть это понятное дело, что это целенаправленная такая акция, которую спешили ее издать, потому что готовили ее давно, вот как сказал Рифат Ага, это еще было почти сразу после оккупации Крыма. Сама она, как пишут, издана в 2021 году. Институтом ее подготовил Институт истории имени Шарджани Академии наук Республики Татарстан. Работа велась в течение 2 лет. То есть они спешили создать книгу с таким же названием, как у Возгрина. Это Валерий Возгрин, известный тоже российский историк, ныне покойный. Он издал 4-томник, очень подробный, с историей крымских татар. Смог воссоздать историю Крымского ханства и очень подробно рассказать о том, как оно развивалось, как происходило становление, как происходила война за независимость, точнее война с Россией, как Россия оккупировала первый раз тогда Крымский полуостров. Ну вот в этом новом, скажем так, издании
как-то пытаются аккуратно обойти темы войны России с Крымским ханством, чтобы, наверное, не провоцировать. И, как сказал Рифат Ага, там уже более-менее пытаются сгладить какие-то углы острые, чтобы это не вызывало, наверное, какой-то реакции негативной у коренного народа Крыма. Но, тем не менее, все равно там идет российский пропагандистский нарратив. Но вот что-то у нас не получается связаться с председателем Меджлиса. Ну, пока мы можем говорить тогда на последних новостях, которые происходят сейчас в мире и в Украине. Вот, например, на сайте президента Украины появилась петиция, предлагающая присвоить главе государства Владимиру Зеленскому звание гетьмана Украины, а советника главы Офиса президента Алексея Арестовича сделать кошевым атаманом. Ну, может быть, конечно, в этой петиции доля юмора есть, но, тем не менее, она официально появилась на сайте президента. За нее уже проголосовало 38 человек. Не знаю, насколько серьезно воспримут люди такую инициативу. Возможно, у вас, наши зрители, есть свое мнение, и вы можете нам позвонить в студию, есть еще время, и высказать свое мнение о том, что вы думаете по поводу такой инициативы. Думаю, телефоны студии вы сейчас можете увидеть на наших экранах и позвонить нам и рассказать о том, что вы думаете. У нас есть вот и Skype, и Viber, вы можете с нами связаться. Вот мне рассказывают, что у нас появился на связи Рифат Ага Чубаров, но у нас, к сожалению, с ним нет видеосвязи, а есть аудиосвязь. Может быть, режиссеры смогут показать хотя бы фотографию Рифата Ага, чтобы мы могли разговаривать не сам с собой, с экраном, ну, если такая возможность есть. Рифат Ага, мы с вами остановились на обсуждении этой книги. Вот, собственно, как ви оцінюєте? Давайте я тоді завершу свою думку тим, що просто в Казані є колективи істориків, які вже звикли працювати в такому взаємопоєднанні з московськими науковими центрами, які дуже чітко розставляють акценти, де пріоритети інтересів Москви, де регіонів. І тут треба, мені здається, пояснювати залучення казанських істориків як намагання Москви поставити при реалізації цього проєкту таких наукових наглядачів, істориків, які би дуже чітко би ці події описували би з точки зору офіційної російської історіографії. От і все. Навіщо це все писалося в Казані? Вопрос у меня тогда по Возгрину. Удается ли, были ли какие-то попытки сделать так, чтобы этот четырехтомник попал в школьную программу, и чтобы в Украине и потом уже на деоккупированных территориях мы могли бы изучать истинную историю, правдивую историю о крымских татарах? Ну, я тут могу сказать о том, что, конечно, само содержание в том виде текст Валерия Евгеньевича, он очень научный текст, он не может прямо взять и имплементирован быть в школьные учебники, но сюжеты из его исследований, самое главное, оценки, и особенно, что для нас важно, крымско-татарско-украинских взаимоотношений, конечно, они все больше и больше известны украинским исследователям, и в том числе авторам различных учебников или пособий, которые рекомендуются для украинской средней
школы. В прошлом году и также реализовывались несколько проектов, в том числе и аудио записи содержания книги Валерия Возгренского. Разумеется, не всех 4 томов, но таких наиболее интересных сюжетов из этого исследования. Дело в том, что и в Украине не только изучение объективной истории крымско-татарского народа, но объективное изучение, собственно, украинского народа все еще впереди. Я думаю, что осмысление всего того периода, который мы будем называть теперь российско-украинской войной, и начало этой войне было положено 20 февраля 2014 года, мы не знаем, когда будет завершение этой войны, но осмысление всех последствий этой войны, оно отразится и на переосмыслении всего периода нашей предыдущей истории с русским государством, Российской империей, место и роль Украины в составе СССР, и, разумеется, периода независимой Украины. Это все впереди. А вот вы верите, да, что произойдет переосмысление, и что крымских татар будут воспринимать такими, какими они есть, а не будут появляться как какие-то, как иногда выскакивают, как черти из табакерки, а им в любом случае они там смотрят в Турцию и на Турцию, и при удобном случае будут дрейфовать туда. Но у нас даже в самых благополучных обществах всегда есть маргиналы, которые хотят найти ответственных за те или иные события или раннего периода, или современные события. У кого-то это евреи, у кого-то это крымские татары, у кого-то это украинцы. Тут самое главное, чтобы общество в целом, оно очень было объективно к своему прошлому, поскольку именно на этой объективности и будет выстраиваться настоящее и обеспечиваться будущее. Кстати, мы вчера с вами говорили про одного негодяя, который позволил себе очень оскорбительные такие публичные заявления сделать в адрес крымско-татарского народа. Я буквально перед нашей передачей увидел переписки, мне написали о том, что Ахтем Сейтаблаев, известный украинский крымско-татарский режиссер, сейчас он в территориальной обороне, и он находится там, в Николаеве, и он встретился с командиром Закарпатской Сечи, подразделение, в составе которого был этот и находится этот негодяй. Командир просил передать всем его личные извинения и готовность встретиться в меджлисе крымско-татарского народа. Но я еще не успел оценить эту информацию. Я просто хотел сказать о том, что в украинском обществе идет очень большая переоценка как внутренней своей истории, так и истории своих ближайших соседей. Самое главное, что мы сейчас впитываем и на чем мы основываемся, мы не возносим такой в абсолют события прошлого для того, чтобы из их оценки того времени конструировать свое настоящее. Скажем, украинско-польские отношения. Они всегда были очень сложными, не менее сложными были украинско-крымско-татарские отношения. Но сейчас, согласитесь, одни из самых таких близких наших защитников, наших друзей и наших помощников — это польский народ и польское государство. И сегодня, мне кажется, нет более такого тесного единения, как между крымско-татарским и украинским народами, поскольку и одни, и другие осознают, что поражение в этом противостоянии с Россией это будет означать небытие и для крымских татар, и для украинцев. Поэтому самое главное о том,
чтобы мы, зная хорошо собственную историю, всегда думали о настоящем и будущем. Благодарю вас. Благодарю Рифат Ага за то, что подключились к нашему эфиру. Рифат Чубаров, председатель Меджлиса, был с нами на связи. Наше время подошло к концу. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, делитесь нашими эфирами со своими знакомыми. Помогайте нам в продвижении нашего канала, для того, чтобы наша информация доходила в том числе и до оккупированного Крыма, где все-таки еще можно нас смотреть, даже при помощи там VPN и возможных подпольных устройств, но тем не менее можно. Спасибо, что доверяете. А сейчас информационная служба новостей «Заман». Не переключайте.